Владимир Михайлович Васильев, российский оперный певец, художественный руководитель филармонического музыкально-литературного лектория, солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, солист Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, старший преподаватель Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова, заслуженный артист Республики Татарстан. Сегодня герой программы «Каравай» – оперный певец Владимир Васильев. Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, а каким было ваше восхождение на музыкальный Олимп? Вы знаете, наверное, в моей жизни большую роль, как и в жизни любого человека, сыграла мама. Однажды, проходя мимо музыкального училища, музыкальной школы, мы вместе с мамой услышали звуки баяна, фортепиано, трубы. И мама невзначай спросила меня: «Сыночек, а ты не хочешь стать артистом?» И вот эти слова мне запали в душу и, видимо, сыграли большую роль в моей жизни как артиста. Это, наверное, была отправная точка становления меня как оперного певца. Но ведь, знаете, одного желания мало, это вот именно талант, который дан от Бога. Вот как вы его раскрыли в себе? Знаете, все-таки мне кажется, если существует вот эта большая любовь и уважение между детьми и родителями, это имеет очень большое значение, как мне кажется. Потому что все, что происходит в моей жизни, это благодаря родителям, и все, что я воплощаю в жизнь, я посвящаю своим родителям. Для меня это очень важно. Посвящаю теперь своим детям, супруге, семье. Это какая-то внутренняя потребность быть нужным своим родным и близким. Красота в твой разговор, живой и страстный, в твой голос ангельский прекрасный, в твои румяные уста, в твои слушаться твоих речей, упиться песнею твоей, твоим дыханием, твоим дыханием, твоим дыханием надышать. Можно вы расскажете о годах учебы в консерватории? Это потому что безумно интересное время. Я помню, сама училась в консерватории и знаю, какой это приятный и очень замечательный этап жизни. Пожалуйста, расскажите, как сложилось у вас? Я вам честно скажу, в консерватории я действительно начал учиться. Хотя я до этого получил первое высшее образование в Набережных Челнах как учитель истории. Я там тоже не проводил время зря. Но в Казань, в консерваторию я приехал просто с огромным желанием. С огромным желанием постичь, научиться уже осознанно, видимо. И Казань сама по себе такое место, где, наверное, это уже не провинция. Будем честно говорить. Здесь съезжаются, возможно, самые сливки научной, культурной интеллигенции
И общение с такими людьми, с которыми мне довелось общаться все эти годы, обучаясь в консерватории, они уже складывали мою творческую личность. Мне было с ними очень приятно общаться и учиться у них. То есть дело в том, что когда человек делает выбор первый раз, да, он еще слишком юный. И, наверное, сразу определиться с профессией очень сложно. Поэтому и вы, проучившись там на преподавателя, и хоть и учились хорошо и усердно, а вот здесь вот уже все силы, да, потому что вы действительно учились, вы действительно хотели получать эти знания. Если только посчитать, сколько я обучался лет, считая школу 10, Казанский государственный педагогический университет 5, консерватория 6 лет, аспирантура, и если еще прибавить годы обучения в музыкальной школе, то это 23-28 лет только я обучался и, наконец-то, определился в жизни, что я артист, я нашел свой путь. Вот какой большой жизненный отрезок только становления. Ох, то-то все вы, девки молодые, посмотришь, мало толку вас, упрямы вы, и все одно и то же твердить вам надо в 100 раз. Уж если друг завидный вам случай подвернулся, умейте вы разумным поведением его тотчас и в руки взять, да, то ласками, то сказками умейте заманить, упреками, намеками старайтесь удержать, да нет, куда упрямы вы. И где вам служать стариков? Ведь вы своим умом богаты, а мы так отжили свой век. Ну как же мы ведь отжили свой век? Вот то-то упрямы вы, одно и то же надо вам твердить 100 раз, одно и то же надо вам твердить 100 раз, да надо вам твердить 100 раз. Вы представитель кряшен. Это очень интересная культура, очень интересный музыкальный пласт, вообще культурный пласт. И вообще вот быт народа. Вы все это видели, все это впитывали в себя, да? Впервые о том, что я кряшен, я задумался и осознанно воспринял, возможно, это только тогда, когда я стал писать историю своей деревни. Это значит в годы обучения в Казанском государственном педагогическом университете. Вы знаете, я рос обычным мальчишкой, и, наверное, как и любому ребенку, в детстве мы слышим культуру, песни, стихи своего народа. Мы это впитываем, но до определенного момента не осознаем причастность этого. Это данность, которая пришла к нам с рождения. Первая книга, которую я написал, «История деревни Поповка» Заинского района, это деревня моих родителей, где они родились, выросли, создали семью. Эту книгу я издал в 2007 году к 100-летию образования деревни. Деревня была образована в 1907 году, в годы Столыпинской реформы. И для написания этой книги, конечно же, я общался со многими своими родственниками, односельчанами, работал в архивах города Казани, Заинска, Уфы.
именно в Уфе, куда относился раньше Мензелинский уезд, которому принадлежала деревня Поповка, именно в Уфе находился Национальный архив, где до сих пор хранятся документы, связанные с этой деревней. Оделась туманом Гренада, все дремлет вокруг, все манит к свиданию. Открой же вентану, Эльвира, не медли, друг мой милый, час любви улетает напрасно. В немом ожидании томлюся я страстью. Не бойся, друг милый, мрак нас сокроет от взоров коварных. В восторге безмолвном, в объятиях страсти забудем мы время, забудем заботы мирские. Что же ты медлишь, Эльвира, и страх безрассудный владеет тобою? Пылким лапсанием, друг милый, навеки его заглушу я. Насколько я понимаю, в то время практически каждый имел возможность приобрести землю. Если, конечно, до этого момента он был зажиточным крестьянином и мог себе позволить купить еще один участок, помимо того, которым он владел, например, в прежней родной деревне. Мои родственники, родные, перебрались в деревню Поповку из таких деревень Заинского района, как Средний Багряж, Сарсаз-Багряж, деревня Бурды. Как мне кажется, это были крепкие хозяйства, которым хотелось, и они могли развернуться. Тогда ведь сельское хозяйство, оно было первоочередным. Земля кормила крестьянина, земля кормила страну. Сельское хозяйство играло огромное значение в нашем государстве. И поэтому, конечно, Столыпинская реформа дала огромный толчок для того, чтобы осваивались новые земли, образовывались новые деревни. И как это повлияло на культуру вот этой деревни вашей родной? Сама деревня, она образована из, так скажем, двух частей. Сама деревня Поповка, где в большей части обосновались кряшины, и деревня Мяткебоша, которая была образована чуть раньше деревни Поповки. И там как раз-таки проживали татары-мусульмане. Так вот, уже в одной деревне вместе проживали православные и мусульмане. Очень интересное взаимодействие, как они вот на самом деле, как они дружили, как они общались. На самом деле это действительно очень интересно. Почему? Потому что Татарстан славится своей вот этой толерантностью. Ведь в нашей республике проживает много национальностей, которые не то что уживаются, а, во-первых, представляют свою культуру, радуются за успехи других представителей и встречаются вместе. Ведь проживая, например, в той же самой деревне, люди общаются и с татарами, и с чувашами, с другими национальностями, и с православными, и с мусульманами. И тот, кто знает свою историю, знает историю
своих соседей, он не даст в обиду и свой народ, и никогда не обидит другой народ. Вот, хоть бы ты учил тебя я, как девушке прилично жить, как надобно порой о свадьбе обиняком речь заводить, как надо молодость лелеять, как надо осторожной быть. Исполняя народные песни, те люди, которые с детства слышали, с детства исполняли эти народные песни, они исполняют их аутентично. То есть так, как их исполняют в народе. Мы же, академические певцы, получив академическое образование в консерватории, по большей части их исполняем в несколько другой, ненародной манере, в академической. Однако среди певцов, конечно же, есть и такие артисты, которые, имея академическое образование, исполняют народные песни именно в народном духе. Это Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова. Это наши мэтры, которые впитали, видимо, с самого детства культуру своего народа, мон, то, что мы говорим, классическое звучание голоса и народную манеру народных песен. Да целый день глаза ему смотреть, вот то-то упрямый вы, одно и то же надо вам твердить скоро. Русская народная песня, как и любая другая народная песня, осталась бы локальным явлением, если бы среди исполнителей этих песен не было бы действительно талантливых и всемирно известных певцов, таких как, например, Федор Иванович Шаляпин, или среди исполнителей татарских песен, как Рашид Вагапов, Усман Альмеев. Из тех певцов, которых мы застали, это Ильхам Шакиров, Зиля Сунгатульна, Венера Ганеева. Это те певцы, которые смогли превознести народную песню до такого уровня, чтобы мы могли исполнять их не только в Татарстане, не только в России, но и по всему миру. Я спел в оперном театре прекрасных 13 лет. За эти годы я исполнил очень много оперных партий, больших и маленьких. Был на гастролях с этим театром в Голландии, во Франции, в Бельгии. И в жизни каждого из нас возникает такой период, когда, возможно, ты становишься не нужен. Или вслед за тобой идут молодые артисты, которые подают большей надежды, чем ты. Надо это признавать. Надо признавать, что всему свое время. И я с большим счастьем вспоминаю эти годы работы в театре, но я с ним не простился. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я и сам найду время принять участие в очередной постановке. И в то же время, когда каждому артисту очень хочется, чтобы его пригласили. Но мы не напрашиваемся, мы в то же время не теряем время зря, мы занимаемся своими творческими и не менее важными проектами. И вот вы ставите такие замечательные спектакли, да, вот которые сегодня я услышала один из таких концертов, просто в восторге была.
Владимир Васильев стал одним из первых исполнителей гимна Республики Татарстан в ходе прослушивания президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, государственным советником Республики Татарстан и других деятелей культуры и искусства. Я с большим трепетом держу в руках эту книгу «Филармонический музыкально-литературный лекторий». Эта книга вышла в свет в 2021 году, хотя должна была выйти в 2020 году, но из-за событий пандемии и юбилейный концерт 75-летия нашего коллектива, которому и было приурочено издание этой книги и юбилейный концерт, состоялась лишь в 2021 году. И по весу-то я вот сейчас держу, оказывается, книга имеет свой вес, не только физический, но и по содержанию, как мне кажется. Потому что история нашего коллектива вот так полно и содержательно на сегодняшний день еще не освещалась. И написанию этой книги я посвятил целый год своей жизни. Многие дела я отложил в сторону и занимался только этим. Опять-таки я встречался с артистами прошлых лет, читал интервью, статьи многих артистов, работал в архивах, в личных архивах артистов, в архивах филармонии. Виолончелистка Лариса Маслова рассказывала, что в 70-х, 80-х годах они часто работали в полевых условиях. Так, например, на одном из концертов в Альметьевском районе она с большим удовольствием рассказывает, как в концертной бригаде, где работали Назиб Бадреддинов, баянист, певица Надия Теркулова, Гали Ильясов, с такой концертной бригадой они приехали прямо в поле и выступали перед работниками сельского хозяйства. Либо в обеденный перерыв, либо до начала рабочего дня. Так вот, на одном из таких концертов, когда дело дошло до выступления виолончелистки Ларисы Масловой, не оказалось стула. И чтобы выйти из положения, она играла перед зрителями, сидя прямо в поле, на ведре, и шпиль, шпиль виолончели, который упирается обычно на сцене в подставку, почему-то проваливался в землю. И я представляю себе, как, играя на виолончели, она все опускается все ниже и ниже. И вот такие смешные и интересные истории, они, конечно, происходят довольно часто. Я хотел бы подарить вам эту книгу «Филармонический музыкально-литературный лекторий», чтобы вы всегда имели возможность вспомнить и узнать много интересного, я надеюсь, об артистах, которые были причастны к нашему коллективу и которые продолжают эту интересную и важную работу просветительства и популяризации культуры Республики Татарстан.